Здравствуйте, меня зовут Филатова Сыная. Я ученица 6 класса Черкесской средней общеобразовательной школы имени Платона Алексеевича Юнского. Название моей работы – «Рябчик. Зимующая птица нашей местности». На территории Якутии зимует 38 видов птиц. В таежной зоне Якутии обитает более 210 видов птиц. Из этого большого разнообразия более 50 видов являются типично таежными. Наиболее характерными представителями таежной фауны являются из куриных тетерев, каменный глухарь, рябчик. Актуальность исследователя. С середины 20 века заметно снизилась общая численность тетеревиных птиц. Причина этого явления определенно носит глобальный характер. Для ряда областей распространения семейства тетеревиных такое положение обусловлено в основном влиянием антропогенного фактора. Исходя из того, что количественная степень влияния человека на этих птиц выявлена недостаточно, одной из задач, стоящих перед современными исследователями, является изучение естественных причин колебания численности на территории с минимальной антропогенной нагрузкой. Поэтому как объект изучения нами был выбран рябчик. Целью работы является изучение жизни рябчика. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучение систематики, изучение особенностей внешнего строения и образа жизни рябчика, наблюдение за жизнью в природе, изучение зимних лунок рябчика. В работе были использованы различные методы исследования: наблюдение, измерение размеров зимних лунок, ведение дневника исследовательской работы, фотографирование, сравнивание результатов с данными наблюдения в 2017 и в 2024 годах. Внешний вид. Окраска буровато-серая с рыжими боками и темными поперечными рисунками. На голове хохолок. У самца черное горло, вокруг глаз красные кольца. У самки хохолок поменьше, более развит охристый тон. Горло белое. У молодых горло белое в черных перстринках. Длина крыла самцов 163-186 мм. Масса 327-580 грамм. Длина крыла самок 161-182 мм. Масса 305-560 грамм. Образ жизни. Гнездящаяся оседлая птица, предпочитаемые места обитания смешанные и еловые леса, особенно их участки с богатыми насаждениями ольхи, березы и ягодных полукустарников. Совершает сезонные перемещения. Держится по одному, парами, табунками, редко стаями в 20-30 особей. Питание. В бесснежный период года основу питания составляют беспозвоночные, семена траве-кустарников, ягоды. Зимой – сережки и почки, березы и ольхи. Размножение. Характерно одиночное такование самца. Брачный ритуал самца состоит из песни, токового полета и взлета, и особых токовых поз, из которых более характерны распускание веером хвоста и волочание по земле крыльев. Гнездо, построенное самкой, представляет ямку со скудной выстилкой из сухих листьев, стеблей, трав. Кладка с середины мая до начала июня. Состоит из 8-10 желтовато-белых яиц. Размер яиц около 40 на 28 мм. Масса 13-20 грамм. Насиживает самка в течение 21-27 суток. Выводковый тип развития. Птенцы могут перепархивать на второй день. Самец в воспитании участия не принимает. Наблюдение за зимовкой рябчика. Нами были обнаружены лунки ночевок рябчика в местности Танасия в 3 километрах к востоку от села Черкех. Рябчики ночевали в смешанном лесу, состоящем из лиственницы и березы. Лунки были частично занесены снегом.
Замеры проводились следующим образом. Схема замеров места ночевки рябчика. Мы измерили толщину снежного покрова, расстояние от дна лунки до поверхности снежного покрова, высота лунки, диаметр выходного отверстия, диаметр входного отверстия, толщина снега над лункой и толщину снега под лункой. Здесь показаны наши рабочие материалы. В зимнее время для записи данных удобнее пользоваться карандашом. Наблюдения проводились в 2017 и в 2024 году. Заключение. Рябчик Тетесис банация относится к роду рябчики, семейству тетеревиные, отряду курообразные. Рябчик – гнездящаяся оседлая птица, типичный представитель таежной зоны. Зимой питается семенами деревьев и кустарников. Нами были обнаружены лунки ночевок рябчика в местности Танасия в 3 километрах к востоку от села Черкёх. Лунки были частично занесены снегом. Различают лунки ночевок и отдыха. В лунках ночевок имеются жидкие экскременты птиц. Средний размер выходного отверстия составляет 13 на 13 см. Входного отверстия 22 на 15 см. Средняя высота снега над лункой 21,6 см. Расстояние между лунками 106 см. Размеры входного и выходного отверстия несущественно отличаются в обоих наблюдениях. Это может означать, что они не зависят от толщины снега. Расстояние между входом и выходом лунок длиннее в 2024 году. Это может зависеть от толщины снега и температуры воздуха. На этом у меня все. Спасибо за внимание.